ребята, сегодня у нас такой контент, в общем, намечается. Меняем двигатель в Toyota Prius Alpha. В общем, клиент купил движок себе контрактный, типа с пробегом 80 тысяч километров заявленного. Ну, у него с двигателем большие проблемы, он закоксованный, жрет масло. Вот, ну, раскоксовывать его смысла нет, именно по экономической соображениям. Здесь надо в этот двигатель столько бабла вложить, что проще купить новый, ну, контрактный, в нормальном состоянии. Ну, вот что он и сделал, в принципе. Двигатель в удовлетворительном состоянии. Конечно, тоже там крышку открыл, тоже грязноватый. Видно, что он побеганный. Ну, в принципе, в целом, главное, чтобы он ездил. Отмыть мы его отмоем потом, лайтово. А главное, чтобы этот движочек нормально ходил. Компрессия была и все такое. В общем, хон у него вроде приличный. Так, вот что еще? Сейчас задача моя всю навеснуху с него старую отключить. Это старые косы все срезанные с контрактного мотора. Трубки все отключил. Готовлю движок к установке. Буду снимать сейчас систему EGR, коллектор впускной, трубку буду снимать, клапан, холодильник, все будет мыться, ставится сюда уже чистенькое. Вот, потом проверил сразу, помпу открутил. Это обязательно нужно делать, потому что помпа может в контрактном моторе прийти уже умотанная. Ну, грубо говоря, вот с таким вот убитым этим ротором может прийти мотор, поэтому ротор сразу либо под замену, либо, ну, проверить хотя бы надо. Если он там хороший, то поставить назад. Вот. Потом что еще? Желательно бы рампу с форсунками сразу, пока она вот так вот отключенная, то же самое снять, помыть, свечи проверить. Ну и в принципе вот такие вот моменты. Весь двигатель надо проверить, все датчики. Сразу при установке двигателя купили хороший демпфер, нормальное состояние. У него демпфер уже убитый. Сейчас Армен все подготавливает к съему нашего двигателя. Будем работать без подъемника, без всякого. Вот. Да, нам трудновато без подъемника, но тем не менее работать как-то надо. И это самое. У нас условия не те, чтобы здесь разместить подъемник. Ну а так, в принципе, вот на улице у нас подъемник есть. Летом я закрываю то помещение сэндвичами и будем уже на следующий год работать с подъемником. Что у нас еще? В принципе, он сливает сейчас все жидкостя, антифризы, тосолы, ну, антифризы, масла сливает, с коробки масла сольем. И будем снимать уже инвертор. Ну а дальше уже откручивается балка. Будем ронять двигатель вместе с коробкой вниз. Как-то такие вот работы у нас предстоят. Че, Армен, как там дела? Да нормально, Масло сливаешь с коробки. Нормальное масло? Живое? Ну такое. Да? Как будто поношенное. Ну, просто оно уже поездило. Не сказать, конечно, что прям живое. Ну, что еще, в принципе. Ротор в нормальном состоянии. Крутится хорошо все. Вот, вот помпочка егошня. Сейчас будем ее ставить назад. Все, смотрите дальше. Будем смотреть сейчас состояние двигателя с пробегом типа 80 тысяч километров, контрактный. В общем, сейчас будем смотреть, что это за двигатель такой. Ну, могу сказать, что он очень грязный, даже с 80 тысячами. Вот такое состояние этих клапанов впускного коллектора. Вот так вот все отложения вот такие есть, углеродные присутствуют. Вот что значит купить контрактный двигатель с Владивостока, ребята. Их очень сильно надо смотреть, эти двигателя. Очень засранный двигатель. Я бы сказал, что он отходил больше сотки. Он больше сотки отходил. Здесь вроде чисто. Да, они его почистили просто, да и Здесь всё, вот нахуй, стерли, а там он, смотри, отложений сколько. Конечно. Здесь он, вон эти самые, там уже вон детали грязные, видно, что есть такое дело.
Надо хон смотреть, по идее. Надо будет открутить свечки, посмотреть, в каком состоянии. Даже по свечам можно посмотреть, стоят там родные с завода свечи, или они уже мененные. Если они мененные, то их поменяли на пробеге где-то примерно 120-130, да? Ну, где-то так. Потому что родные оригинальные свечи ходят где-то 150 тысяч километров. Любой нарисовать может. Да Любой написать пробег, можно что угодно, конечно. Ну, я могу там, блядь, 10 километров написать. Ну, в общем, сейчас мы весь этот двигатель осматриваем. Перед установкой все будем проверять. EGR клапан снял. Коллектор снял, тоже почистим. Коллектор тоже Там надо, братан, движок снимать. Движок не просто так. очень грязный. И просто так. Очень грязный. Вот такое состояние у нас получается двигателя. Так. Давай-ка ковырял. Добираемся до инвертора. Вот просто на себя тянешь. Так, я сейчас займусь чисткой EGR и установкой, ну как подготовкой двигателя, короче. Вот отмываю всю грязь с этого приуса. 80 тысяч пробега. Моем холодильники. Вкусные коллектора. Ну, уже более-менее картина уже такая почище стали. Сейчас еще замочу. Ну, вон сколько грязи. Ошметки прям вылетают. Ну, короче, почистил я EGR. Будет устанавливаться новый EGR, чистый. Вот в таком состоянии все будет. Чистенькое. Вот, на этот двигатель. Короче, приводим его к нормальному состоянию. Вот это все тоже будем чистить. Всю эту грязь оттуда надо будет сейчас вычищать. Форсунки тоже вижу, что грязные. Здесь вот в этом месте мы джизокса зальем, отмочим. Так вот, в общем, как Километров. Мало верится, что это 8. да, свечам пизда. Вот контактор, нагар большой идет. Но это стояли у нас оригинальные свечки. Вот она, потому что это идет. Вот он сфокусировался. Видите, 3 точки. Это оригинальные свечи стояли с завода. Свечи желательно поменять, да. Другие поставить, потому что, ну, и зазоры очень сильно печальные. Может, силикошку дать? Или выдох? Ну, зазор большой. Плюс еще вот эти нагары. Пробивало их. Да? Ну все, двигатель практически подготовил. EGR чистые, все поотмывал. Клапан вот такой. Сейчас буду ставить его назад. Все чистенькое. Вот. Весь впускной тракт тоже очистил. Запенивал джизоксом все. Сейчас там вообще все как новое. Вот. Ну и в принципе все. Сейчас поставим только этот EGR, и можно будет этот мотор будет готов к установке. Свечи тоже сюда новые поставим. Все, заслонку чистую будем ставить. EGR поставил, все, холодильник прикрутил, все готово. В общем, вот так вот мотор потихонечку преображается. Вот. Что там, 14?
посмотрел цилиндры, проверил, все вообще, ну, как бы чистенькие, там нагара очень мало внутри. Мотор неплохой, в принципе. Вот. Сейчас осталось только свечи новые прикрутить. Ну и все, заслонка чистая, свечи новые, форсунки Джизокса отмыли. Также впуск весь отмыли, клапана. Все, будем теперь ставить моторчик. Потом в конце просто, когда мы поставим уже, мы его с химией отмоем и зальем свежего масла. Все, свечки будем ТТшные ставить, новенькие. Вот такие. Готовлю новые свечки. Все. Сейчас затяну свечки, поставлю новые. Ну, колпачки просиликоним, колпачки нормальные. Ставим катушки и все, и двигатель готов к установке. Че, делаем альфу без всякого подъемника. Вот так вот все это делается. Вот тебе и подъемник. 2 домкрата, блядь. 2 табуретки металлические. Все, вот так вот. Меняем двигатель мы, короче, сегодня. А чё, хрена мы его задрали в натуре? Жестко, да? Вон высота двигателя. Сколько тут метров? Сейчас снимем коробку, обслужим, двигатель новый подставим, туда чехольник загоняем. И опять так же. Гибрид-центр, привет. Гибрид-центр рулит. Ага. Макс вышел на работу. Вот такая вот тема, короче. Короче, пацаны говорят, шаровым хана. Шаровые-то менять надо. Они вообще убитые. Вот она стучит. Вот Да, ну звук вторая тоже такая же, да? Ну, вторая немножко побольше. Ну, Вторая лучше нет. поменять обе. Ну лучше Ну, обе. лучше обе, ну. Это тоже, да, конечно, ёпти. Ну. Ну, вот у этой прямо люк. Пыльники порванные, блядь. Угу. Уже ловить нехуй. Понятно. Это достучится, вылетит. Угу. Ну, по грантовке сразу слышно, по-любому стучит. А не надо нам это прикручивать нихуя. Не надо? Вы говорите, не закручены болты? Нет, Да, коробку. Короче, коробку не протянули нихуя, Ну, да? болтов не хватает же, ебать. Мгм. Короче, это коробку ставили в другом сервисе у нас, до нас. Уже человеку приговорили коробку, короче, а у него дело было не в коробке, а в двигателе. Вот. Ну и по сути не поменяли ему там коробку, а машина как с проблемой уехала, так и уехала. Вот, мы как бы разобрались, что двигатель надо ему менять. 3-й цилиндр почти не работает. Ну вот сейчас вот достали. Коробку откручивают пацаны и говорят, что болты не закручены вообще почти. Ты демпфер снимаешь? Ага. Ну все, располовинили коробку. Ну что, ребята, хоть хотите посмотреть, Ну да, он что разбитый, такое ебать. демпферный диск, который всем разбитый. бошку уже заколебал, этот демпферный диск. Не должен быть. Как только стук бряк, так сразу все такие: о, демпферный диск. Ну да, вот этот разбитый, у него уже вон демпфера брякают. И вот когда двигатель неровно заводится, у него вот эти бряки есть. Тык-ды-ды-ды-ды. Это у нас что-то- Бряки, короче, вот эти звуки идут. Это вот от демпфера. Это что на Приусах такая проблема, ну на Тойотах, что на Ниссане тоже есть этот демпферный диск. Вот, демпфера эти разные, у них вот эти посадочные места чуть-чуть бывают разные. То есть, если с маховиком вместе менять, то тогда другое дело. А когда бывает демпфер покупаешь, он бывает не подходит под маховик. Вот так вот. Такой вот есть нюанс по двигателю 2Z RFXE. А так коробка, вот она, планетарная передача. Это уже контрактная коробка. Ей вообще ничего не бывает. Она маленькая, по сути. По сравнению с двигателем. Движок здесь большой. Ну все вместе вот такая большая Вот эти конструкция. Вот эти можно?
Не, вот эти, видишь, Ну, я понял. Ну. разбитые. Вон. Вон она болтается. Вон Армен шаровую меняет, убитую, да? Да, она вообще брянкает конкретно. Мертвая. Да, она мертвая. Хорошо у хозяина шаровые валялись в машине. Сейчас поменяем. Так, ребята, вот такая вот возможность появилась у меня записать немножко видео про данные двигателя. Это у нас 2ZR FXE двигатель. Вот такая вот у нас получилась беда, что у человека на пробеге там 200 с копейкой, да, грубо говоря. Ну, пробег не маленький, 200 с копейкой, но эти двигателя, по идее, ходят по 500 тысяч спокойно вообще. Что же убивает данный двигатель? Вот этот двигатель у нас приехал контрактный с пробегом 80 с копейкой тысяч километров. Ну, 80 тысяч, конечно, это может быть и не так, потому что, судя по свечкам, судя по состоянию двигателя, по ЕГРу, по всему этому, ну, как бы можно посмотреть. Я видел двигателя примерно с таким пробегом 88 тысяч, и там не было такой грязи. Вот, ну, не знаю, может, ездил на какой-то какашке, на каком-то плохом топливе или еще что-то, я не знаю, почему так получилось. Ну, в принципе, двигатель сами цилиндры в очень хорошем состоянии, ханинговка прям реально как новая, все, тянет на 80 тысяч километров. Но вот впускная группа, вот это вот все полностью было грязное. Вот. Ну, в общем, не суть. Видео я хочу записать, почему же умирают у нас данные двигателя. Ну, а данные двигателя у нас умирают от плохого, некачественного масла. Масла заливают там такие, которые горят. Перекатывают масла. Больше 5000 километров ездят на маслах не очень качественных. Ну и как бы эти двигателя не видят никогда ни разу промывку. Надо иногда делать промывку масляной системы. Сейчас разная химия есть для промывки масляной системы. То есть погонял часик на каком-то масле, на промывочном. Есть масла промывочные, не такие уж и дорогие, между прочим. Чтоб раз в 3-4 замены промыть двигатель, как бы, да, от отложений немножко хотя бы размягчить эти отложения, чтобы они как бы впитались в дальнейшем в масло и с маслом все это вышло. Вот. Ну, и также наше якутское некачественное топливо, ну или там другого какого-то региона есть очень некачественные ГСМы. Вот. Все это приводит к тому, что двигателя не ходят по 500 тысяч километров, даже по 300 не ходят. 200 тысяч километров и все. Также у него есть система ЕГР, система рециркуляции газов, да, которая убивает данный двигатель по сути. Ну, убивает как? Ну, вот по сути штука-то это нужная, она должна тут стоять по идее. Как японцы ее сделали, так она должна по заводу стоять. Если ее там глушить или еще что-то, ну, мне кажется, что не очень хорошо глушить данную систему, так как она, возможно, ну, душит маленько двигатель, что ли, потом. Ну, по мне так мощность двигатель теряет. Как-то двигатель не так начинает работать после глушения данного, как бы, системы. Ну, это не точно. Вот. По сути, как бы я наслышан, много сторонников. Но я тоже, вот я за то, чтобы все стояло как по заводу. Но то, что как стояло по заводу, оно должно должным образом обслуживаться, да, грубо говоря. Вот эту систему ЕГР, ее надо чистить каждые 30 тысяч километров. Если как бы сами не умеете, обращайтесь в сервис. Мы это все как бы умеем делать, все это сделаем, почистим каждый тридцатник. Раз в 30 тысяч, в 30-50 тысяч почистить систему ЕГР, я думаю, не так уж и накладно, по идее, должно быть. Ну, у нас вот так вот машины покупают на последние бабки, а обслуживать его не хотят. И поэтому движки потом покупают. А движка вот это вот, сколько вот он отдал за этот двигатель? Ну, под 100 тысяч где-то примерно она встала. Поэтому вот такие вот моменты бывают с этими двигателями.
А так двигатель очень надежный, хороший. В принципе, тут ломаться-то особо как бы и... Ну, если не обслуживать, конечно, он сломается. Ну, а так, по сути, двигатель очень ремонтопригодный. Все обслуживаемое, все удобно сделано. Дроссель открутить не так уж трудно почистить. Проблема бывает у него вот с этой помпой. Помпа это электронная. У него там внутри есть картридж. Вот. Ротор я его называю, да. Эти ротора, они выглядят вот так вот. Я уже много видео показывал, конечно. Но вот еще покажу конкретно. Раз уж двигатель достали, все хочу о нем немножко рассказать. Вот. Там вот стоит вот такой роторок. Он бесщеточный, крутится. И у него бывает вот такая вот трещина. Все. Из-за этого она плохо начинает потом крутиться. Вот. Все это по диагностике очень хорошо видно. Компьютерная диагностика показывает, как он крутится, этот ротор. Работает он, не работает. Все это видно. Поэтому, когда возникает ошибка по перегреву помпы B, вот это вот и есть проблема вот в этом роторе. Его просто меняешь и все. Не надо прям всю менять помпу. Помпа это асиновская, родная, японская. Она просто неубиваемая. С ней ничего никогда не происходит. Вот. Только с ротором происходит и все. А так асиновская помпа очень надежная. Если вы поставите уже какой-то китайский аналог помпы, поменяете асиновскую родную помпу на Китай, ну ё-моё, она вообще тогда ходить не будет. Все, что китайское, оно долго не ходит. Те же самые кислородные датчики, вот эти вот. Китайские аналоги, они вообще практически не работают толком нормально, долго не работают и они выходят из строя. Вот. Ну, также могут вообще сразу изначально с пакетика, как вы только поставили, выдавать неправильные значения. Кислородные датчики очень важная штука. Как подбираются кислородные датчики? Кислородные датчики покупаются по номерам. Вот тут есть номер конкретно. Только вот по номеру он подойдет. Первый кислородный это очень важная штука. Если какой-то другой поставить не тот, он не будет нормальные показания выдавать. И у вас будет все время выходить ошибка. Также первый кислородный датчик не гасится по программе. Его нельзя отшить от компьютера. Он всегда должен быть, потому что он основной. Если второй кислородный датчик, который находится у нас вот здесь, вот он, второй кислородный датчик, его можно отшить программно. То есть проблема с катализаторами бывает у этих приусов. Они забиваются. Вот сейчас вот, допустим, данный приус мы можем посмотреть, что катализатор здесь. Его, по идее, уже надо отсюда выхлапывать. Вот. Ставить пламегасители. Этот катализатор сдавать на приемку. Вот. Ну и как бы ставить сюда заглушку. Уже не кислородный датчик, а заглушку, просто пламегаситель. И отшивать программно на Евро 2. Отшивать компьютер. То есть компьютер, чтобы не видел вот этот второй датчик. И все. Он будет видеть только первый датчик. Вот такие проблемы возникают у нас с этими машинами. Так они решаются. Потом, что здесь еще? Какие проблемы у нас бывают с этой тачкой? Ну, бывает, конечно, очень редко. Термостат выходит из строя. Но это очень редко. Термостат тоже вот он находится. Меняется. Можно термостат как бы немножко другой поставить. Чтобы он как бы пораньше открывался, что ли. Ну, то есть попозже открывался. Это нужно, вот, допустим, в северных регионах, чтобы на большой круг не выходил очень быстро у нас циркуляция, чтобы тепло было в машине, в салоне больше. Вот. Если печка у вас в машине плохо начинает дуть, то это следствие того, что у вас помпа уже плохо работает. Вот этот ротор, он размагничивается, у него вот эта трещина появляется, и у вас бывает плохая циркуляция антифриза. Из-за этого у вас очень плохо работать начинает печка. То есть салон очень холодный начинается быть. Также, чтобы тепло было всегда в салоне,
Это должна хорошо работать вот эта помпа. Должен быть помененный антифриз в северном регионе до минус 60 градусов. Должна залита что-то японское быть, хорошее, качественный антифриз. Потому что плохие антифризы, вот кто бы что ни говорил, дешевые антифризы, это не есть хорошо. Почему? Потому что, во-первых, она быстрее превращается в кислоту. Некачественные антифризы, они могут ходить, но они ходят где-то год. Дальше они начинают уже быстрее превращаться в кислоту. Не как обычные, качественные, хорошие антифризы. Как контрафакт тоже может превратиться быстро очень в кислоту. Поэтому надо вот именно заливать нормальный качественный антифриз. Нормальный качественный антифриз ходит где-то примерно лет 5-6 спокойно. Один раз вложился деньгами. Из хороших качественных антифризов могу похвалить. Это японский TCL. Вот. Но это его надо еще поискать. Потом я сейчас отошел от антифризов. Мы сейчас уходим в пользу концентратов. Японских концентратов. Я их нашел. Я их закупил. И будем менять, открывать японские концентраты. Вот. Они разводятся у нас с дистиллированной водой. В нашем регионе 60/40. Вот. И все, в принципе, это все будет очень хорошо ходить. Также, чем концентрат хорош, тем, что можно просто спокойно японский ваш, который пришел, японский антифриз с Японии, с беспробежкой, допустим, он там будет залит минус 20, да, я могу добавить ему концентрата и сделать из него из минус 20 минус 60. Вот тем концентрат и очень хорош, качественный. Концентраты также меньше сворачиваются, хлопируются, то есть превращаются в такой порошок, порошкообразный. Этот порошкообразный порошок, он получается очень сильно губит гибридную систему. Здесь у нас два контура охлаждения. Один контур охлаждения у нас гоняет вот эта помпа и охлаждает чисто двигатель. Вторая еще есть помпа у этого Приуса. Она находится у нас... вот она. Вот эта помпа, она гоняет чисто гибридную систему. Вот. Второй контур получается. Вот. Она у нас охлаждает коробку, охлаждает данный инвертор. В инверторе очень тонкие каналы в гибридной машине. Поэтому антифризы данные выводит из строя именно инвертор. Он начинает сгорать. У него там внутри чистая электроника. Перегорают транзисторы от нехватки охлаждения. И выходят из строя. Вот такая вот у нас гибридная тачка. Вот двигатель есть. Вот коробка есть. Которая, в принципе, планетарная передача. Крутится от данного у нас маховика через демпферный переходной диск. Ну и в принципе вот эта вот коробка начинает делать, электроэнергию вырабатывать, да. Там внутри просто тупо электромотор, который у нас через инвертирующее устройство передается на вашу высоковольтную батарею. Высоковольтная батарея накапливает заряд, и через компьютер дает сигнал на выключение данного двигателя, и она идет чисто на электромоторе. Вот так вот работает у нас Prius. Так он устроен. Ничего такого тут нету. В принципе, машина как машина. Единственное, что у него коробка играет роль электромотора, и плюс коробка, плюс она передает крутящий момент на передние колеса через привода. Все. В принципе, вот так вот устроен у нас Prius. Вот сегодня у меня вот такая вот момент, когда Prius в разборе. И я могу об этом всем поговорить, как это все устроено, да. Могу каждую деталюшку показать, что надо обслуживать. Так что, ребята, 2Z RFXE двигатель очень хороший. Единственное, что его говорю, надо все это дело обслуживать. Вообще Prius надо полностью обслуживать. Как высоковольтную батарею,
как двигатель. Единственный неубиваемый элемент — это у него коробка. В данную коробку заливается масло только оригинал Toyota VS. Вот такая вот банка оригинала. Она, если ее залить Toyota VS в эту коробку, она будет смело ходить 40 тысяч километров. Это обычный редуктор, можно сказать. Тем-то и славится эта коробка. Это никакой не вариатор. Это обычный, можно сказать, редуктор. Вот. Поэтому она и как бы и неубиваемая, эта коробочка у нас. Это не робот. В отличие от робота, эта штука очень надежная. Вот. Если у Honda двигатель чуть-чуть будет понадежнее, чем у Toyota, я бы сказал, у Honda двигателя немножко ресурснее. Почему? Потому что, по сути, это как обычный жигулевский простой двигатель. Ё-моё, как обычный шестнарь тот же самый. Вот. Ну, там есть разница, конечно, по клапанным группам. Там, если здесь у нас стоят гидрокомпенсаторы, и здесь углы зазора, ну, тепловые зазоры регулируются с помощью гидрокомпенсаторов автоматически, то в Honda тепловые зазоры могут уходить. Их надо иногда тоже обслуживать и надо иногда регулировать, да. Вот, в сравнении с Toyota, Honda, если так вот немножко поговорим. Но хондовские двигателя, они меньше подвержены коксовке. У него больше масляные каналы, у него очень хорошие дренажные все отверстия. И там масло гуляет вообще спокойно. И никакого масляного голодания эти двигателя не получают. В отличие от 2Z RFX-E или тойотовских двигателей. Они очень сильно коксуются. У них очень замороченная система EGR. У Honda система EGR намного лучше продуманная. Там и каналы побогаче, там и нету вот этих трубок. Там все идет с помощью плиты. Вот. Ну, в принципе, как бы хондовский двигатель, наверное, он все-таки, я считаю, что он понадежнее будет. Но коробка в Хонде, в гибридной, намного хуже будет, чем вот в этой Тойоте. Потому что это робот. Робот, там он очень сильно капризный. Запчастей на него ни хрена толком качественных нету. Если брать китайский рынок, то все запчасти очень плохие. Вот. Они не ходят свой ресурс даже там 15-20 тысяч километров. Это уже у нас пройденный этап. Вот. Если в Хонду что и ставить, то только оригинальные запчастюльки. Оригинальный выжимной подшипник, пусть будет он контрактный, он все равно походит какое-то количество времени. Либо это будет новое сцепление. Новое сцепление железно ходит 100 тысяч километров. Потом его надо обслужить, смазать, и оно еще проходит спокойно 100 тысяч километров, и может быть даже больше. А потом оно походит просто без смазки еще 100 тысяч километров. То есть 300 тысяч спокойно сцепление Honda ходит, если его в промежутке после 100 тысяч перемазать. Вот. Потом какие проблемы еще у Приуса бывают? У Приуса есть еще такая штука, как гидробустер. Вот. Что же могу сказать про гидробустер, данный элемент? Вот я вот под машиной нахожусь. И тут вот всю эту тормозную систему, в принципе, ее видно. Да? Вот. Вот он у нас данный гидробустер. Обычный моторчик, по сути. Это у нас GTC. Ой, GTC говорю. Ну да, да, по сути это главный тормозной цилиндр, да. Вот он находится. Здесь вся эта система, вот она завязана. Вся эта в сборе система очень дорого стоит. То есть под соточку она сейчас стоит спокойно вообще. Вот эта вот часть и вот эта часть, это уже под 100 тысяч рублей стоит. В отдельности оно, конечно, подешевле. Вот. Менять его тут ничего такого тоже сложного нету, по сути. Все откручивается. Единственное, когда тут двигатель стоит, тут очень неудобно. Вот и все. А так, ничего сложного в этом нету. Вон он, этот гидробустер злополучный, который тоже
на пробегах больше 200 тысяч километров ломается. Там есть щеточный механизм, он выходит из строя, ну и тянет за собой много чего. Вот. Как бы так. Больше не знаю, что тут еще рассказать. Больше тут делать-то по сути нечего. Ну, с форсунками бывают проблемы у Приуса. Грязнеют они. А грязнеют они от того, что впуск очень сильно забивается с помощью, ну, ЕГР, в общем, помогает впуск полностью загаживать. Как вот этот, допустим, двигатель был очень сильно засранный впуск. Форсунки тут тоже были очень сильно грязные. Вот, мы их как бы почистили. Что касаемо масляной системы этого двигателя, то мы его почистим. Как бы, когда уже двигатель запустим в работу, сюда зальется химия с маслом промывочным, и мы его хорошенечко пополоскаем на дальнейшую эксплуатацию. Вот. Зальется туда хорошее масло, либо будет Moly Green залит, либо будет Gulf Western. Ну и все как бы. Вот таким образом мы данный двигатель запустим в работу. Вот что я хотел сказать. Ну, наговорил так нормально на 20 минут. Все, оставайтесь с нами. Гибрид-центр Якутск приветствует всех. Еще одна проблема Приуса — это демпферный диск. Вот он, этот демпферный диск. Тоже хочу о нем немножко рассказать. Чуть-чуть не забыл. В общем, что такое демпферы? Демпферы — это вот эти пружинки. Почему его и назвали демпферный диск? Это демпфера. Эти демпфера начинают с годами очень сильно вот этот люфт вырабатываться. А почему этот люфт вырабатывается? Потому что этот диск все время вот так вот пытается сделать. Он пытается смягчить переход работы. Ну, то есть, когда двигатель запускается с гибридки на двигатель, из двигателя на гибридку, то вот эти вот моменты он пытается сгладить. То есть резкий запуск двигателя он не дает. Также резкий переход на коробку он тоже смягчает. Таким образом, этот диск берет на себя всю нагрузку вот этих переходов. А сколько в день этих переходов может быть? В день их может быть штук 100 запусков, если не больше. То на гибрид, то на двигатель, то на гибрид, то на двигатель. И так вот это все время 200 тысяч километров все это вот так вот шатает туда-сюда, туда-сюда. Представьте себе, вот этот диск может ходить спокойно 200 тысяч километров. Это очень большая, как бы, большие пробеги на самом деле. Также они преждевременно умирают, эти демпферные диски, из-за того, что, допустим, у вас двигатель начинает работать неровно. Неровно он может работать либо от катушки зажигания какой-нибудь, допустим, она будет троить, перебоить, или вообще не работать. Двигатель работает на 3 цилиндрах, на 2 вот этих, либо на 2 вот этих. Двигатель вот так вот начинает трясти весь, демпферный диск начинает работать. Он начинает сглаживать все эти переходы, вот эти троения, и берет нагрузку всю на себя. И эти демпфера начинает разбивать. Вот. То есть демпферный диск уходит, бывает, преждевременно не по своей воле, а он заложенный ресурс свой просто не отрабатывает раньше времени из-за того, что вот у вас проблемы какие-то либо с коробкой, либо с приводом. Если проблема с трипоидом, с приводом, колеса каким-то образом начинают, ну, как бы давать нагрузку, тоже будет проблема с этим демпферным диском. Вот он тоже передает момент крутящий, пытается сгладить. Любое троение он берет на себя ответственность, как бы так. Из-за этого эти демпфера летят, и у вас начинаются шумы. На холодную, когда запускается двигатель, когда у вас проблема с форсункой какой-нибудь, когда на холодный двигатель начинает запускаться с 3 цилиндров, одна форсунка начинает отдыхать, пока она не прогреется. Вот. Потом они начинают, когда 4 штуки работать, двигатель начинает ровнее работать. Вот потом уже демпфер начинает момент ловить, центруется, и все хорошо, как бы у вас никаких гремлений нету. Но на холодный запуск
он показывает, проявляет себя. Начинается вот это маленькое троение на холодную, когда запускаешь. Вот причина-то не в демпфере, а причина в том, что у вас плохо работает двигатель, неровно. Вот в этом причина. А демпфер, что сказать? Демпфер уже когда разбитый, тогда уже он разбитый. Но он уже разбился не по своей причине, как бы так. Чтобы поставить новый демпфер, вам надо убрать следствие того, что его разматывает, так сказать, да? И если вы этого не сделаете, то и новый демпфер у вас долго не отходит. А китайский демпфер я вообще ставить как бы вам не рекомендую. Тайванские, китайские. Оригинал вообще стоит бешеных денег. Я что-то узнавал, в Японии он стоит 1080 на русские деньги. Просто вот эта железка, представьте себе. Поэтому все покупают контракты по 5000, по 10 тысяч рублей во Владивостоке. Но они могут уже быть вот с такими вот разбитыми демпферами. Поношенные. То есть за такую сумму надо их очень сильно смотреть. По идее, в демпфер выбирать можно только во Владивостоке на разборке. Прям подойти самому и вот так вот все проверять. Ходят они, не ходят, тут эти вот люфты есть, нет. Если есть люфты, если он разбитый, если он вот так вот болтается, как не знаю что, тогда его не стоит покупать вообще, потому что вы покупаете ровно такой же демпфер. Ну все, ребята, вроде бы все рассказал. Вот еще на 5 минут видео про еще одну проблему Prius. Все, наверное. Я, наверное, рассказал нынче все. В эти 20 минут я уложился. Рассказал больше в интернете, чем где-либо есть эта информация. Я думаю, все. Всем пока, ставьте лайк. Ну все, новый двигатель почти поставили. А, нет, он заходит спокойно. Да? Да, вроде. Попадаем в подушки. Одну сторону уже попали. Давай, давай, давай. Тихонечку. Опускай, 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 опускай. Не боись. Что-то, братан, она тут. Давай, 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 давай. Нормально вроде все. О, давай еще чуть-чуть. Не ссы, давай еще. Давай, давай, давай. Во, попало. Ну ты не опускай. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. Swallow me up, breathe closer. Closer into me, closer into me. Swallow me up, breathe closer into me. I feel your breath around. Ну все, пацаны, поставили двигатель в этого Приуса новый. Залили новые антифризы. Заливаем сейчас мы промывочного масла в него. Часику погоняем движку на новом маслице. На промывочном. И будем заливать потом уже свежее масло. Только тогда. Эту процедуру лучше сделать, потому что неизвестно, что там вообще за двигатель у нас был. Хоть и пробега 80 тысяч, но неизвестно. Он что-то грязненький, поэтому мы его чуть-чуть сейчас помоем с химией. Так что, ребята, вот такие процедуры проделаны. Весь двигатель мы обслужили после этого, после контракта. Заливаем первую порцию масла промывочного в этот двигатель. Сейчас будем запускать. Ну да, как мед. Вот промывочка. Так что вроде бы установили двигатель. Сейчас будем проводить запуск, первый старт нашего контракта. Антифризы уже залил. Здесь все нормально, подключили все, пацаны. Все четенько. Че? Армен, запуск. Чеку безопасности не сделал еще? 109-очки залей в него баночку. Химия. Сейчас мы зальем и промоем хорошо наш движочек.
это сделать надо обязательно. То есть не просто так контракт мы ставим, а мы делаем все качественно. Мы его весь обслужили перед установкой. Систему EGR уже почистили. Прокладку новую поставил на коллектор впускной. В общем, все по фэншую сделали. Сейчас еще промывочку сделаем. Ну и зальем ему наше масло уже, Гульф Вестерн. Не будет оно ездить на Гульфе. Этот двигатель проходит очень долго. Если будет все правильно делать, каждые 5000 замену будет делать, то будет все хорошо. Так вот. Все, снимаем первый запуск. Будем пробовать. Так. Поехали. От винта, пацаны, с Богом. Давай еще подливайте антифризика. Главное сейчас запустить инвертор. Все? Ну все, Prius мы запустили. Сейчас он у нас на промывочке стоит двигателя. Все работает пока нормально вроде. Вот этот надо еще тоже, братан, прикрутить. Воздушник. Вот на промывочке стоит. Час будет калматить, потом будем сливать и заливать свежее масло, и все. Запустили Приуса. Все четенько работает. Ну чё, отработал он у нас час почти на промывке. Сейчас будем сливать, смотреть, какой сольется. Но 4,2 литра гульфа сейчас зальем сюда. Оно как Молли Грин, смотри, даже по цвету. Ну, темненькое. что-то, ага. Вот так вот где-нибудь наливай. Хорошо. О, дохуя. Половину почти. Ладно. Че, почти? Почти сорвал. Сейчас посмотрим, что оттуда сольется. Аккуратно горячая. Пиздос будет сейчас горячая, но. Смотри, лампу не залей. Неудобно, да, Леша? Ну, слушай, не совсем-то и грязная, слушай. Ну как туда? О, вот, ты чё? Нормальная, слушай. Двигатель-то чистый был. Нормальный движок. Вполне. Как новенький. Да. Не, он сейчас просто будет, если 5000 катать масло, каждую пятерочку, менять его нормально. И хорошее, качественное вот это. Сейчас на гульфа его посадим, и все, и пускай его чисто заливают. И все, этот двигатель будет, ё-моё, как ходить. Шептать будет всегда. Открыто? А, ну да. Так что вот такой вот у нас Prius Alpha. Замена двигателя у нас произведена. Так что, ребята, обращайтесь. Кому надо, движок поменяем без проблем. Мы двигатель не просто так поменяли, да, пацаны? Мы его полностью обслужили, да? Полностью систему EGR почистили, новые прокладки поставили, новые свечи поставили. Что там еще? Клапанные группы почистили, впуск весь полностью. Я вчера его чистил полдня. То есть все
Сейчас вот его промывку сделали изнутри. Сейчас зальем просто свежее масло, и это будет у нас уже последний штрих. Все. Так что вот такая вот картина маслом. Prius Альфа у нас поедет. Да, поедет и будет нормально кататься. Хозяин будет доволен, я думаю, дай бог. Все, заливаем Gulf Western. Последний штрих. Ну это уже все на чистовую. Вязкость на 220. Ну. И будет этот на гульфе бегать, да? Ну, отлично. Красота. Ребята, с Богом. Приуса мы собрали. Сейчас поедем мы на испытание, прокатимся на нем. Как он едет. Самим интересно. Лишь бы никаких проблем не было. Так вот. Ну и в принципе все на этом. Будем отдавать хозяину сейчас. Сейчас хозяин приедет. На, снимай. Ты будешь оператор. Так. Подключил диагностику. Немножко жару дадим. Ничего. От винта. Ну, погнали. А, блин. Ничего, тут еще эти. Куда будет девать? Так. Отъезжаем от нашего гибрид-центра. Едем на испытания. Что такое? Да на ремень жалуется. А, А, подожди, где-то двери открыты. двери где-то какие-то, да? У тебя? Нет. Скорее всего, сзади. Задняя какая-то, походу. Попало? Нет? Нет. Значит, с Ну, твоей посмотри. стороны. Может, задняя? Может, багажник? Все, четко. Да, багажник был. 今日は3月13日木曜日です。 Посмотрим, что такое двигатель с 80 тысяч пробега, когда на нем. Движку промыли, ну как бы убедились в том, что она чистая, все нормально, чистая, реально. О, нормально же Отлично. идет. Полет нормальный. Она у нас на 40 дергалась. Вот так она дергалась, а сейчас уже такого как бы нет. Стоек нету, конечно. Да, стойки вообще А так, пробиты. В принципе, нормально. Едет тачка.
такой боржи. Со стойками ему, да, Чё, вопросик. пропусков ни одного? Пропусков нет. Ни одного Пропусков нету, да? Все по нулям, все чисто, четко. Вот на 40. Смотри, сейчас поеду. 41, 40, вот. Потихоньку. Вот так вот троил. Прибавь немного, он пока на ЕВ. На ЕВ? Да, вон, видишь, на ЕВ он стоит. Ну. О, Ну, нормально едет, все хорошо. ну-ка, отпусти. Ни малейшего нету даже этого. Нормально, вообще ни вибрации, ни дребезга, ничего. Ну все. Все хорошо. Все четко. Ремонт у нас прошел успешно. Избавились от такой проблемы. Ну, человек, конечно, коробку зря купил. В первом сервисе ему приговорили коробку зря. Дело было в двигателе. Пропуск явно шел по Да. первому цилиндру. В общем, в принципе, все. Прошел успешно. Всё, хозяин испытывает машину свою. Мы испытали, теперь хозяин испытывает. Все обращайтесь. Спасибо. Блин, ну, это земля и небо, блин, пойми. А как идет, да? Вообще ловко идет, блин. Вот примерно так же, как я вот купил на ней, поехал, Ага. блин, и сразу же вот все, мне как будто, блядь, башки Но пока у тебя цилиндры шлепали, пока масло не заливало цилиндры, все было нормально. А так уже, когда уже совсем цилиндры закидало у тебя, вот оно перестало работать нормально. стоечки прокачать. Там здесь, по-моему, сзади, по-моему, еще один мартер пробитый, блядь. Ну да, тебе надо суппорта обслужить. Стойки сейчас надо обслужить. Ну, новые поставить или там на разборные сделать. Разборные стойки можешь сделать, тоже нормальная тема. Номер вот- дать тебе, Алексея? Я вот записался же к этому, который на Чеченко-то. А, ну, Алексей вот это, да? Да, и Ну. вот мне началась такая эпопея, блядь, Ну, с этой ну, фигней, ну, блядь. ну. Ну, в итоге так и просрался. Ну, Ну, ладно, съездишь к нему, да, он тебе сделает. Вот я себе на фита сделал, четко вообще. Не, он хорошо качает, да? Мгм. Я у него 2 раза, по-моему, прокачивал, блядь. Ну, блядь, тема вообще. Ну. Ну, масло жрать не будет, ничего теперь вообще. А я Не туда будешь это- доливать как литр. Кажется, сколько ты доливал? Прикинь, ну в неделю, грубо говоря, 2 раза по штуке заливал. Это вообще охренеть, блядь. А я не мог по-другому поступить, потому что мне нужно было кредит жестко отбить, срочно, блядь. Ну-ну. Я думал, отобью это все, потом уже займусь чисто. И вот оно и началось. Вот, ребята, вам совет, не покупайте машину после, ну как бы вообще не покупайте, не проверив автомобиль. Да-да-да. Всегда загоняйте к нам в гибрид-центр, провериться. Дальше, да? Да, чуть-чуть вот. Потому что человек просто попал на колоссальные бабки с тем, что он купил дорого, вот здесь, купил дорого автомобиль, еще и, ну, накололи, да, с машиной, грубо говоря, не проверил, попал на двигатель, еще ему в другом сервисе приговорили коробку. Хотя коробка здесь нормально, вот сейчас у него просто будет лежать, это валяться коробка. Ну, может, мы как-нибудь поможем продать, посмотрим. Ну, в принципе, и на трипоид думали, и на что только не думали, да? Ну, да. А дело было вообще вот в этом цилиндре и все. Кутузова 10 не едете, блин. Кутузова 10, да, дело? Да, они же мне коробку сказали, шестером Ага. ставили, там коробка по-любому, блин. Ну. Ну а это у нас двигатель Аткинсона. Он, когда начинает неровно работать, он, кажется, такое ощущение, что звук идет с коробки. Есть такое, можно подумать на это, но на самом деле это не так. Все, ребята, всем лайк, подписка. Все обращайтесь. Приус полетел. Поехал от нас. А я Хонду сейчас буду загонять. Пацаны красавчики, двигатель поставили. Все нормально.